Добрый день, уважаемые подписчики! Рад приветствовать вас на нашем канале компании Прогресс Авто. Сегодня у нас на обзоре Yanmar KE 1D. Это полноприводный мини-трактор. Японский, очень маленький, забавный. На его собрата аналогично абсолютно мы уже снимали обзор, поэтому этот обзор будет краток. И поехали. Двигатель дизель, 3 цилиндра, полный привод, full time, то есть нет возможности отключить его, крутится постоянно. Давайте сразу с вами по состоянию резины. Остаток вы видите совсем небольшой. Трактор, конечно, уже поработал в Японии. Вот на предыдущем тракторе там остаток побольше, но там, я вам скажу, и наработка поменьше, да. То есть здесь у нас наработка на данной модели 856 моточасов. Наработка как бы небольшая, но на целых 600 моточасов больше, чем на его собрате. Вот. Резина задняя в хорошем состоянии, остаток шипа достаточно еще хороший. То есть вы видите. Самое главное, что она без трещин, без порезов, достаточно жирная. Ну, а левая сторона аналогично правой. Трактор будет в комплекте продаваться с почвенной фрезой. Рабочая ширина почвенной фрезы 1,1 метр. Не знаю, видно, наверное, не засвечивать немного. С этой стороны может получше. То есть остаток ножей замечательный. Судя по всему, фрезой на нем даже и не работали, потому что как бы стоят как новые. Навеска на тракторе двухточечная. Вот, все работает. Давайте с вами на двигатель посмотрим. Здесь, конечно, мало что можно увидеть, потому что нужно боковые щитки снимать. Но я вам скажу, что двигатель, конечно, в замечательном состоянии. Вот, давайте по оснащению, да? Что у нас здесь? Здесь у нас располагаются спаренные тормоза, ручной тормоз. Сразу хочу сказать, что педали газа вы здесь не найдете, и не стоит их даже искать. Здесь точно только ручной газ. Вот у нас рычажок, замок зажигания, рулевое колесо. Трактор у нас с гидроусилителем. Здесь у нас педалька блокировки заднего дифференциала, рычаги управления навесным устройством вверх-вниз и по уровню заглубления фрезу регулируем. На что еще хотел внимание ваше обратить. Трактор, как я уже говорил и на предыдущем обзоре, это выглядит как игрушечный, ну, и вызывает бурю эмоций и восторга. Просто этот восторг уже не такой, да, как на первом обзоре. Однако он все равно есть. Выполнен он из пластика. Это пластик, бампер железо, рама сама по себе, конечно, тоже безусловно железная. Фреза металл, но сам вот корпус, что ли, обшивка, грубо говоря, она пластиковая. Перешли мы с вами на левую сторону. Здесь у нас располагается педаль сцепления. Здесь у нас коробка передач. Это у нас на ВОМ, вал отбора мощности. Всего 2 скорости и всего 3 скорости. 2 вперед и 1 назад. Или можно ее назвать также реверсом на фрезу. Здесь у нас такой механический предохранитель стоит, чтобы, грубо говоря, не воткнуть эту, где-то не задеть локтем, да, в движении, не воткнуть во время вспашки заднюю скорость, чтобы не наделать делов. Вот. Здесь у нас располагается раздатка. Здесь у нас сейчас на данный момент повышенная включена. Раздатка неправильно, прошу прощения. Коробка передач у нас здесь пониженная скорость, повышенная. Сейчас на повышенной скорости стоит. Вот. И трактор у нас на вариаторе, да, что самое интересное. Поэтому основная коробка передач на движение у нас располагается здесь под рулем. То есть вот этот вот рычаг выполняет по сути 2 функции. Первую, он задает направление, да, как реверс, куда необходимо двигаться трактору.
То есть либо двигается вперед, либо двигается трактор назад. Ну, точно так же он используется как и основная коробка передач для движения. То есть вы также регулируете скорость. У него 2 вперед и 1 назад. Я сейчас попробую это продемонстрировать, как это происходит. Педаль сцепления на этом тракте необходима, по сути, только для того, чтобы его завести. Запуск абсолютно мягкий. Вот. Давайте сразу я вам покажу габаритом. Свет на тракторе работает. Одно только положение. Поворотнички тоже. То есть давайте мы сядем и все. То есть для того, чтобы трогаться, по сути, мы коробку никакую не включаем. Мы просто задаем трактору направление. Вот он поехал, все. Он едет сам. Педаль сцепления нужна еще для того, чтобы, грубо говоря, сбрасывать скорость. Все, едем. Здесь поддали газку, сбросили, остановились. Вот еще забыл, гидравлический кран у нас здесь. Трактор очень интересен, свежий. Поэтому, если вас заинтересовала его покупка, обязательно звоните. Ответим на все ваши вопросы с прибольшим удовольствием. С вами была компания Прогресс Авто. До новых встреч!